в том числе проводимых на территории Нижегородской области. Мы надеемся на содействие депутатского корпуса и, разумеется, о дальнейших конкретных шагах по привлечению финансирования можно будет говорить после утверждения концепции. Но в целом финансирование, повторюсь, будет осуществлено не из средств городского бюджета. Спасибо большое. Сразу вопрос. Так не просто эти дела. Коллеги тоже услышали отношение главклаба. Правильно? Ну, архитектура. Ну, что касается работ, которая была проведена с архитектурным сообществом, мы во всех своих проектах находим поддержку всех органов. Главный архитектор города знаком с нашей деятельностью и в корне ее поддерживает. Спасибо. Игорь Александрович, пожалуйста, глава района. Давайте дополним историю вопроса. Но смотрите, у нас ситуация такая, на территории Нижегородского района мы стараемся, чтобы каждый сквер и парк имел свое лицо, свое предназначение. Для этого по различным паркам и скверам делаются концептуальные и проектные решения. Ну, например, парк Кулибина, по нему есть проект, он позиционируется с учетом того, что это бывший кладбище как историко-мемориальный, и по парку Кулибина есть попечительский совет, который уже несколько лет подряд занимается реализацией данной идеологии. Парк Победы, исторический прекрасный ряд, православный парк, который делает администрация совместно с епархией, епархия совместно с администрацией развивается. У нас есть детский парк, детский сад Свердлова на Пускунова. У нас есть на Большой Покровке большой сквер на Большой Покровке 32, где чисто детская игровая площадка до 14 лет для детей, от 0 до 14. И вот когда мне попалось в газете «Огород», случайно увидел вот этот проект данного сквера, он очень заинтересовал. Мы встречались с девушками, с архитекторами. Здесь Дарья, конечно, не упомянул, что основная идеология данного сквера – это молодежный сквер. Ну, все помните, Свердловка, Большая Покровка, она всегда была местом таким тусовочным. И вот хотелось бы на территории прилегающей Большой Покровки, на территории сделать такое место для молодежи от 14 и далее. Тем более, что место расположения данного сквера, там рядом один жилой дом, и девушки провели большую работу, они опросили жильцов этого дома, как они относятся к данной концепции данного сквера, они все поддержали. Поэтому идеология такая, это молодежный сквер. Второе, отсутствие бюджетных денег. Да, мы сейчас организуем совместно с архитекторами, мы организуем, во-первых, первый шаг, это обсуждение здесь. Второе, мы уже дальше, если здесь будет принято концептуальное решение, то будем с архитектором ДАКом, с главным архитектором города, с Минэкологией, с управлением благоустройства будем данный проект согласовывать. При этом хотелось бы отметить, что в ходе реализации этого проекта там деревья ни в коем случае никакие рубрицы не предполагаются, никакой коммерческой деятельности там не предполагается, а это чистое благоустройство. Ну и дальше под эту концепцию уже привлекать спонсоров, информационных партнеров. Уже есть ряд задач, есть ряд детей, кто захотел это сделать. Поэтому мы надеемся, что большую часть работы в этом году мы сделаем совместно. Спасибо. У меня вопрос. А это высший кладбище? Нет. Сквер. Ну, сегодня все скверы по скверу. Высший кладбище. Что мы там накосили? Все остальное застроено. Там территориально, наверное, проведена была в рамках предпроектного исследования, в том числе анализ архивных и исторических документов. По различным данным там была всегда, сначала там размещалась усадьба, и с конца 19 века это пространство используется как рекреационное городское пространство, то есть это исторически уже более 200 лет сквер. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Так случилось, что я вторник, как говорит глава администрации Нижегородского района, я тоже 5 лет как раз с нами парк до сантиметра. Просто
знаю мнение жителей относительно этого парка, поэтому я не верю просто в те слова, когда говорят о том, что жители, ну, во-первых, там не один дом, а два дома, жилых людей прежде всего интересует вечером тишина. Вот, и желательно, чтобы у них под окнами не парковались, не орали, не бухали. Вот, это просто прямым текстом. Поэтому в то время, когда я там жил, там были ликвидированы все скамейки. Вот, и с понедельника по пятницу там, в общем-то, зимой была горочка, дети катались с горочки, там бывшее бомбоубежище, по-моему, находилось, там мамы приходили. Вот, жители боролись с тем, чтобы этот парк не превращался просто в общественный туалет, потому что на парковке с общественным туалетом сложно, поэтому все жители, все гости Покровки заруливали именно в этот парк для того, чтобы справиться с своей, сказать. Вот. Это зима, а летом, собственно, с понедельника по воскресенье там собирается молодежь, там трамвайная остановка, если кто-то не знает, это Большая Покровская, 18, напротив ДК Свердлова, чтобы было понятно. Вот. Все, наверное, знают прекрасно это место. Поэтому мнение жителей одно, вот, чтобы там было тихо, не парковались на газонах, как сейчас это делается, потому что там не хватает парковок. Вот после того, как сделали торговый комплекс «Пассаж», построили второй жилой дом, там парковок не хватает. Поэтому жители всячески борются с машинами, которые ставятся на газоны. Ну и что еще добавилось в последнее время, это блошиный рынок, это там, где торгуют значками, старыми книжками, это, по-моему, суббота и воскресенье. Это то, что есть сейчас. Да, вот. Летом, насколько я помню, там еще любили собираться болельщики, вот, купить пивка и развлечься на травке. Но я одно могу сказать, жители вот, того дома, вот эта свечка, Большая Покровская, 30, они совершенно точно против всяких лавочек в этом месте, потому что, ну, собственно, молодежи денег нет, они покупают пиво, приходят в этот парк, садятся на эти лавочки и горлопанят, собственно, с утра до ночи. Вот жители выступают, я совершенно точно не могу сказать, могу при вас вот тоже позвонить, вот у меня до сих пор остались телефоны жителей, активистов этого дома, они вам все открытым текстом, может быть, даже с использованием нормативной лексики расскажут относительно ваших предложений. Типа наиболее доступных. Все-таки поподробнее, что вы хотите там сделать? Вот я увидел лавочки и сразу понял, что у вас это дело там не пройдет, жители просто спонтуются. Вот что вы хотите сделать? Да, спасибо за вопрос. Я бы сначала хотела ответить на весь тот блок, который связан с работой с местными жителями окружающих домов. Там действительно не один он. И также хочется заметить, что в рамках, опять-таки, исследований, которые мы проводили, мы работали со всеми председателями ТСЖ этих домов. В том числе на нас выходили, я очень долго общалась с председателем ТОС «Центральный», или как-то, могу сейчас ошибиться немножко с названием, которые, соответственно, эту территорию, интересуются этой территорией и болеют за нее душой. Мы много разговаривали, их основные опасения действительно связаны с тем, что в первую очередь там будет на месте этого сквера разбита какая-то сеть предприятий по питанию и обслуживанию населения, что как бы наш проект точно не предусматривает. Что касается их жалоб на активную молодежь, которая не совсем культурным образом, в корне некультурным образом проводит время на территории этого сквера, то здесь нужно понимать, как бы в градостроительном, в архитектурном и в культурном контексте города эта территория должна быть включена в ту структуру, которая есть в центральной исторической части города, и использоваться. То есть нужно понимать, что это не дворовая территория, и мы в процессе диалога как раз с местными жителями мы это тоже пытались объяснить, и, как мне кажется, какие-то подвижки, и диалог он действительно наметился и состоялся.
в этом направлении. И говорить еще о том, что если мы устанавливаем то зонирование, которое мы проводим, мы устанавливаем какое-то городское оборудование на территории этого сквера, оно предусматривает не такое пассивное использование, когда ты приходишь и просто садишься на лавочку и либо общаешься с другом, либо если твой уровень культурного образования не позволяет иначе проводить время, ты начинаешь использовать алкоголь или какие-то другие средства. Я думаю, что та функциональная программа, которую предусматривает наш проект, она по мировому, согласно даже мировому опыту, она обычно вытесняет подобных потребителей из таких территорий, из городских территорий. То есть формально даже Нижнего Новгорода, за ним далеко не нужно ходить. Это парк Кулибина, который буквально несколько лет назад был страшным местом, и в котором можно было встретить самых маргинальных личностей, а сейчас это место, где люди занимаются вечерними пробежками, даже в темное время суток спокойно проходят, либо транзитно его пересекают, либо используют мамы с колясками, дети, и парк уже живет другой жизнью. И здесь то же самое, просто нужно принести определенную историю, которая выражена в том числе и в новом благоустройстве, чтобы туда пришло то сообщество городское, та молодежь, которая будет его качественно иначе использовать. И я могу с большой уверенностью говорить, что она туда придет. Михаил Сергеевич, это утопия. Там 2 жилых дома, вот бесполезно этим заниматься, потому что жители совершенно против. Я понимаю, что председатели ТСЖ, кто это такие люди, но, в общем-то, как правило, с ними можно договориться, так сказать, но они не выражают мнение всех жителей дома. Вот, это точно. Там будет конфликт. Вот если там поставить лавочки, там точно будет война. Эти лавочки начнут спиливать, и гадалки не ходят. И потом, но вы сами понимаете, вот что такое парк Кулибина и что такое парк Свердлова. Вот здесь вот максимум гектар. Вы на Покровке в субботу-воскресенье сделайте замеры. Больше половины пьяных. Вот как вы считаете, вот в парке они сосредоточатся пьяные и книголюбы. Кто кого выяснит? Ну что, зачем вы этим занимаетесь? Какой смысл? Хорошо. Отвечу, это действительно может показаться утопией, поскольку как кажется, что пьяные все вытесняют. Да? Вот в Италии Игорь Александрович упомянули проект наш по парку Кулибина. Там действительно был создан попечительский совет, здесь присутствуют его представители. И никто не верил нам 3 года назад, что мы сможем навести какой-то порядок в парке Кулибина. Это было страшное место, 20 лет подряд. Значит, 4 глобальные чистки от мусора руками самих жителей, без копейки, денег из бюджета. Установили детскую площадку, посадили аллейки, разбили клумбы, построили площадку по воркауту для спортсменов, самую большую, кстати, в Нижнем Новгороде, построили шахматный клуб, и все изменилось. И там нет сейчас пьянства. Хотя там лавочки стоят и все. Знаете, это в физическом смысле тьмы не бывает. Там, где свет появляется, тьма рассеивается. То же самое могу сказать по много раз упомянутому парку Швейцарии. Тоже никто не верил, когда мы делали тоже без копейки бюджетных средств детскую площадку и площадку спортивную на электронике, где место было злачно. Где занимаются спортсмены, где ходят мамочки, там место для них. А то, что необходимо учитывать мнение жителей, конечно, я вот обратил на это внимание. Но не надо забывать, что это действительно не является